Добрый вечер. В эфире ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня и в начале коротко о главных событиях. Высокая четкость в диагностике вновь доступна пациентам. В РММЦ после продолжительного простоя заработал стационарный цифровой рентген. Реализация программы по сохранению памятников воинам Великой Отечественной продолжается. В Ленигорском районе реставрируют мемориал в парке культуры и отдыха. Для поэта главной ценностью всегда были чаяния народа Осетии. Сегодня выдающемуся осетинскому поэту Ивану Цхавребову исполнилось бы 100 лет. Президент Алан Гаглоев провел встречу с председателем Комитета государственной безопасности Юрием Кадием и начальником пограничного управления ФСБ России в Республике Южная Осетия Владимиром Щемелининым. Были обсуждены текущие вопросы взаимодействия, а также ряд тем, касающихся обеспечения стабильности и координации работы в сфере безопасности. Владимир Щемелинин проинформировал президента об оперативной обстановке на государственной границе и текущей деятельности подразделений, обеспечивающих охрану рубежей Республики Южная Осетия. Затронуты вопросы взаимодействия жителей приграничных районов с пограничными структурами. Отдельное внимание было уделено вопросам функционирования пунктов пропуска на юго-грузинском участке границы. Алан Гаглоев подтвердил важность дальнейшего конструктивного взаимодействия между пограничной службой КГБ Южной Осетии и пограничным управлением ФСБ России в Республике Южная Осетия. Президент Алан Гаглоев провел рабочую встречу с министром иностранных дел республики Ахсаром Джиоевым. Основной темой обсуждения стала реализация поручений главы государства в сфере внешней политики после прошедшего накануне заседания правительства. В ходе беседы были рассмотрены меры по укреплению взаимодействия с государствами, признавшими независимость Южной Осетии. Отдельное внимание было уделено дальнейшему развитию сотрудничества и интеграционных процессов с Российской Федерацией. По итогам встречи глава государства подчеркнул важность активной дипломатической работы и поручил продолжить усилия по укреплению внешних связей республики. Президент Алан Гаглоев провел рабочую встречу с председателем таможенного комитета Александром Чочиевым. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития таможенной службы, а также меры по повышению эффективности работы ведомства. Глава таможенного комитета доложил о результатах деятельности структуры и ключевых направлениях дальнейшей работы. Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия таможенного комитета Южной Осетии с Федеральной таможенной службой России. Президент подчеркнул важность повышения престижа службы и социальной защищенности сотрудников таможенных органов. В этой связи он поручил проработать совместно с правительством вопрос увеличения денежного довольствия сотрудников. Высокая четкость в диагностике вновь доступна пациентам. В РММЦ после продолжительного простоя заработал стационарный цифровой рентген. Высокая четкость, минимальное облучение стали вновь доступны после ремонтных работ. На сегодняшний день эффективность оборудования подтверждают статистические данные, а скорость обработки данных позволяет сократить очереди в приемном отделении. Стелла Бязрова с подробностями. Вот здесь видно четкое снижение высоты межпозвонковых промежутков на один из главных признаков остеохондроза. Да, то есть у этого пациента, он пожилой, здесь признаки остеохондроза. Раз, два, три, четыре. С4, С7. На снимке данного пациента явно выражены признаки шейного остеохондроза. Благодаря высококачественному новому рентген-аппарату теперь постановка точного диагноза проводится в разы быстрее. В приемном отделении РММЦ после ремонта снова заработал стационарный цифровой рентген, который простаивал более 5 лет. Уже 2 дня, как российские специалисты восстановили наш основной рентгеновский аппарат, который работал в приемном отделении. И до этого мы работали вот на этом маленьком портативном аппарате.
Он нас выручал, но качество диагностики там несопоставимо с тем, что мы имеем сейчас. Вот главный аппарат, который у меня за спиной, порядка 5 лет он не работал, и вот сейчас, благодаря усилиям российских специалистов и руководству Министерства здравоохранения Республики и РМЦ, он был восстановлен. Это большая помощь для пациентов нашей больницы, для граждан нашей республики, а также для врачей, которые смотрят диагностические процедуры. Последние 5 лет врачи проводили диагностику благодаря переносному рентген-устройству. Качество снимков, безусловно, уступало стационарным аналогам, а сам процесс занимал больше времени. Это портативный аппарат, и он не пробивает, плохо пробивает полных пациентов. И часто мы оказывались в сложных ситуациях из-за этого. Вот главный наш аппарат, он работает гораздо лучше. Во-первых, он мощнее, более надежный, и качество изображения там несопоставимо выше. То есть для доктора это большая помощь. Новый цифровой комплекс работает по принципу высокая четкость, минимальное облучение. Главное преимущество цифрового рентгенаппарата – качество изображения. Врач может масштабировать, менять контрастность и изучать мельчайшие детали, которые раньше могли быть незаметны. Новое оборудование позволяет медикам видеть даже мельчайшие повреждения, что имеет исключительное значение, в особенности, когда дело касается экстренных случаев. Эффективность оборудования подтверждают статистические данные. Только за первые 48 часов работы после запуска специалисты провели порядка 80 исследований. Скорость обработки данных теперь позволяет сократить очереди в приемном отделении, а что еще важнее, быстрее принимать решения о госпитализации или оперативном вмешательстве. Диагностические возможности у нас благодаря этому расширились. Вот сейчас на данный момент у нас два аппарата очень высокого уровня. Первый – это современный флюорограф, который привезли российские специалисты, когда приехал Сергей Владимирович. И второй аппарат, вот приемный, который починили мы буквально 2 дня назад. За 2 дня мы уже сделали порядка 80 исследований. У нас еще остается одна проблемная точка в детской больнице. И вот я надеюсь, что такими темпами, когда его тоже сделают, то в целом качество диагностики у нас будет очень высокое. Помимо высокого разрешения, аппарат имеет возможность хранить снимки на компьютере до нескольких месяцев, что позволяет лечащему врачу в любое время вернуться к первоначальным исследованиям, сравнить и определить эффективность лечения. Стелла Бязарова, Ринат Медоев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня, 13 марта, выдающемуся осетинскому поэту Ивану Цхавребову исполнилось бы 100 лет. Выходец из Завского района Южной Осетии многие годы жил в столице России. Но каждый день поэт не просто думал и писал об Осетии, а был для советской писательской элиты олицетворением гордого горца, для которого главной ценностью всегда была его родина. Репортаж Ольги Цхавребовой. Хомат Агиронлек – так скромно называл себя поэт-критик Иван Цхавребов. Иван Лазаревич родился 13 марта 1926 года в селе Хслеб Завского района. Любовь к родному краю он пронес через всю жизнь. Она красной нитью проходит через творчество Цхавребова. После окончания средней школы Иван Цхавребов учился на факультете русского языка и литературы в педагогическом институте в Цхинвале. С 1949 по 1955 годы работал заведующим отделом юго-осетинского отделения Союза писателей и ответственным секретарем в журнале «Фидюэк». Обучение Иван Цхавребов продолжил в литературном институте имени Горького в Москве на высших литературных курсах при Союзе писателей СССР. Совсем молодой, в 26 лет, Иван Цхавребов стал членом Союза писателей СССР. Чуть позже переехал в Москву. При этом Иван Лазаревич всегда с неподдельной гордостью и любовью нес на пьедестале осетинскую культуру. Поэзия с национальным колоритом – так характеризовали творчество московского горца коллеги по цеху. Человек, который одновременно горец, одновременно москвич, это, так сказать, сочетание особое, и оно дает особый колорит поэзии. Конечно, каждый, кто горец, он все равно в душе это остается горцем, и это, так сказать, конечно, видно и по его стихам, и по переводам Цыбина, конечно. Писатели и поэты Сергей Михалков, Николай Тряпкин, Эдмунд Ятковский, Владимир Цыбин, Николай Горохов, Исидор Козаев, Реваз Асаев, Мелитон Казита. Иван Цхавребов доказал, друзей может быть много. Приехал абхазский поэт к нему в гости в Осетию. Это мне мать рассказывала. В семье, не хватало на тот момент денег, не было в тот момент.
Он у кого-то занял деньги, купил лошадь и подарил ему коня. Помимо занятий творчеством, Иван Схавребов работал директором типографии на киностудии «Мосфильм». В волшебном мире кино, в живом общении с советскими актерами он также черпал вдохновение для своих произведений. Многие из них посвящены любви во всех ее проявлениях. Иван Схавребов также писал о доблести защитников Отечества. Немало у него произведений и на политическую тематику. Самая важная, так сказать, стилистическая особенность – это по Пушкину. Благородная простота. Есть у Пушкина такое выражение. Он стремился. Стихами выражаются мысли такие, которыми ты их просто словами их не скажешь. А поэтическими образами это звучит уже лучше намного как-то. Лучше они воспринимаются сердцем. Переводчики его стихов, поэм и баллад говорили, что стремятся передать смысл произведений, максимально сохранив неповторимый авторский стиль. Я на время не сетую, полночь в небе плывет, а в далекой Осетии мое сердце живет. Иван Схавребов был натурой утонченной, интеллигент, романтик. Он не только писал, но и мыслил поэтическими образами. Этим и покорил свою будущую супругу. Мы были в парке, праздник был 1 мая, с тетей, родственниками и с подругами. В это время проходили двое молодых ребят, и моя тетя решила познакомить нас. Так мы познакомились с Иваном Лазаревичем. Он был отзывчивый, начитанный, образованный. Иван Схавребов издал больше 30 книг. Его произведения переводились не только на русский, но и на другие языки народов Советского Союза. Это наше предание. Сейчас вот мы вспомнили один из главных заветов, так сказать, из главных первоисточников духовных. Храните предание. Конечно, Иван относится к тому, что называется нашим добрым преданием. Мы, конечно, его помним и знаем. Последний раз при жизни поэта его стихи были опубликованы в документальном сборнике «Цхинвал. Хроника грузинской агрессии» в 2008 году. В феврале 2009 года Ивана Схавребова не стало. Небо зимнее, серое, крепкий русский мороз, но тепло из Осетии я на север привез. Ольга Схавребова, Лали Тедеева. Информационный выпуск сегодня. В целях патриотического воспитания подрастающего поколения в столичных школах проводятся встречи. Общественные деятели Юрий Бетеев и Альберт Хубаев проводят встречи с воспитанниками школ республики. Особое внимание уделяется использованию современных технологий. Организаторы также рассказали о проделанной работе и поделились планами на будущее. Дарья Хурьева с подробностями. Сегодня в школах говорят не только о привычных предметах. Здесь учащимся рассказывают о традициях и семейных ценностях осетин. Школы играют важную роль в сохранении культурного наследия Осетии. Традиции предков, их почитание и сохранение. Общественные деятели Юрий Бетеев и Альберт Хубаев проводят встречи с воспитанниками школ республики. Беседы с учениками направлены на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Каждый ребенок должен знать свои корни, происхождение, традиции и обычаи. Все аспекты, которые на протяжении веков формировали национальную идентичность. Встречи проводятся с разрешения Министерства образования. Odejmou na fedalta i oftafa żertuj. Na czyże ta dom czyndziszy szały. Na lapu ta to dom. Binun ta szykany. Na czyże ta arżyn ta szykany. Na lapu ta to uszy tak arżyntima. Żorbem baś szały ma szykuwy falakry. Goga noś tak ja już chobarta. Niste mochaną. Ma celku ma kusan. Na bum ofta. Mochtaca na hisar taj rośta. Już chobarta. Ma anca żuram szamejam borotne. Особое внимание участники встречи обратили на использование современных технологий. Александр Дудаев рассказал о пагубном влиянии гаджетов на психику и сознание детей. Чрезмерная увлеченность играми и интернет-контентом не несет пользы для ребят. Შეჯეროშტო უშერ დაგსახოთო მიდაგ დახიშან პოიდო კურაგდან შემევა ოლში და რორხოა უშეგოჯეპიმა როსტვანდო როსტოტოგო მიდაგ მასტარ შემევა ხიშან ისო პოიდო
По словам активистов, именно в юном возрасте важно заложить интерес и уважение к своим корням истории. جورم غداوتخه ایران غداوتخه سوالت گتله که وین چون در روی مجورن شده من نصر استی من آشر استگه مخ پیدا کنم من ندسم گاستم بودم گاستم شمی نفی قصوی ما استیت فجورم کم زیو ماشم کم بافسنایم شمی نیرستونی ولری مزیو میدک باورزم قطک تصارزم خورس قطک. Подобные встречи помогают школьникам лучше знать свою культуру и чувствовать личную ответственность за ее сохранение. أنا مخ استم امور خواهید کرد کشو کرد یک شم بایدم شکل جاو تفیمسته ای فستت نسان بنتم کنم بایدم اون سبا جبخ کنم بایدم شم بایدم بولست کم راز بنتم کم کلوندتم نخسته کنم بایدم на нефси шамейна кастарта нахише фахоздару. Организаторы уверены, если ребята будут знать и уважать традиции своего народа, культурное наследие Осетии сохранится и будет передаваться из поколения в поколение. Дарья Хулева, Рауль Кочев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Реализация программы по сохранению памятников воинам Великой Отечественной продолжается. В Ленигорском районе реставрируют мемориал в парке культуры и отдыха. Реставрация коснется и скульптурной части мемориала. Завершение всех работ намечено на апрель месяц. Анжела Кокоева продолжит тему. Память о самой кровопролитной войне будет жить во имя подвига солдат наших предков. Для этого сегодня на государственном уровне реализуются программы по сохранению памятников, посвященных воинам Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Победили вместе», инициированного Владимиром Путиным, в Ленигорском районе реставрируют мемориал, расположенный в парке культуры и отдыха. С Ленигорского района в Отечественной войне участвовало свыше 3000 человек. Фасад памятника отреставрируют, отделку произведут из прочного гранита, а прилегающую территорию благоустроят. من این روی دتام سکوس گرانیت نخواستم برشاtka гумасверам. Зарон штукатурка инайстам брусчатка 36 квадрат, 45 квадратов гранита. По словам начальника объекта Вадима Келихсаева, доставка материалов осуществляется своевременно. Реставрация коснется и скульптурной части мемориала. Завершение всех работ намечено на апрель. Строители уверяют, ко Дню Великой Победы объект будет готов. Здесь по традиции проведут праздничные мероприятия. Гранит северен кавесты памятник с реставрацией канала. Еще трешинота собработать канала, сорозен заказ, хофен заказ. Руководство районной администрации уделяет пристальное внимание каждому этапу работ, подчеркивая важность качественного и своевременного исполнения. В рамках российской программы в отдельных населенных пунктах района также ведут работы по сохранению мемориальных комплексов, а в селе Игот возведут новый памятник. Нам фавжени сет гранит маун дар гранит канчестам юлда. Стемоджис додионете дар. Додинет манам афандок зару. Ворг висе дарджис на умдарофта кустатаре дожеста манагацелфа кормдаро. На завершающей стадии находится реставрация скульптуры в образе солдата в селе Цолт. Территорию, прилегающую к памятнику, расширили, установлено ограждение. Здесь же установлен символ Красной Армии — пятиконечная звезда, олицетворяющая воинскую доблесть, защиту Отечества и победу над фашизмом. Анжела Кокоева, Давид Туаев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. В республике растет интерес к настольному теннису. В поселке Дзау прошел ежегодный турнир по этому виду спорта. Игра получилась напряженная и интересная. В ходе мероприятия участники отметили важность таких встреч для развития детского и юношеского спорта. Оксана Джоева поделится подробностями. В турнире принимали участие как юноши, так и девушки. Игроки продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивный дух, борясь за призовые места в напряженных поединках. ვიროზმეი ვაი ვახტომ მანა ქვეთ როიონი სორიმ მონეთა მე ფორენ შტერფდებასტე ხასტე ვალოხიცენ ესტოზნის ხასტი მე ფორენ ვალოხიცე ბარაგომა ესნესონ ქუთომ მე ავით ხევო ჟამა როიონის ხსაზ შკოლო
Организаторы турнира отметили значительный интерес к настольному теннису в районе и подчеркнули важность таких мероприятий для развития детского и юношеского спорта. Первенство проходит по круговой системе. Объясняю. Каждая команда будет играть с каждой командой. Все играют, и потом уже будут призовые места. В команде по 3 человека, у мальчиков, у девочек по 2. Хочу спасибо сказать Дианозовичу. Он возглавляет спорткомитет Джавского района. Постоянно проводит эти соревнования. Не только по настольному теннису, и по всем видам. Обун столу тенниса, турнир башляды стама, нефсияма, джабахо кожанам, макомандо не подведума, на хиджах ровдищестам. Победителями среди юношей стали ребята из города Квайса. Второе место заняла команда Дзауской средней школы, а третье место досталось воспитанникам школы-интернат. Среди девочек первое место заняла команда из села Хоце, второе место Дзауская школа-интернат и третье место спортсменки из Квайса. Организаторы также поделились своими дальнейшими планами. Voleybol, mastéoge, borbot, mana volleyball, rugby, abschashto, roje, открытый турнир фолиадар на Мершавжест, Волчидар, Галмака, Солчидар, Яхичаттакан. Уже 24 числа текущего месяца теннисисты республики отправятся в город Нальчик для участия в первенстве Северокавказского федерального округа. Об этом сообщил глава Федерации тенниса. Туда едут кто? Кто попал в сборную команду Северной Осетии. Это значит у нас один мальчик, и там будет где-то 5-6 девочек. Будут выступать, это первенство СКФО до 14 лет. Будут выступать за Северную Осетию. Участие в подобных турнирах дает возможность молодым спортсменам повысить мастерство, набраться опыта. Оксана Джилоева, Рауль Кочев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Ну а далее узнаем, какая погода нас ожидает. В республике ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 10, ночью 4 градуса тепла. В Цавском районе днем плюс 5, ночью 0 градусов. В городе Квайса днем плюс 4, ночью минус 2. В Ленигорском районе днем плюс 8, ночью плюс 2. В столице республики в Схинвале днем 8 градусов тепла, ночью плюс 2. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ирина Джуева, желаю вам всего доброго и хороших выходных.